Так, друзья, продолжаем изучать CSS. У нас сегодня следующий урок. Сегодня поговорим про селекторы. Так, а в практической части мы уже еще поработаем. Так, создадим отдельную папку. И начнем. Вот у нас HTML. Подключаем наш CSS-файл, который в папке CSS. Так, и здесь у нас будет заголовок, который будет говорить, что у нас урок селектора. Что такое селекторы? Селекторы мы уже в прошлый раз чуть-чуть затронули, когда подключали внешний стилевой файл. И на самом деле селекторов очень много. То есть селекторы – это то, что позволяет нам выбирать, каким тегом или каким элементом какие стили применять. Вот у нас есть h1, да, тег h1. Мы хотим к этому h1 применить какие-то стили. Давайте посмотрим сперва в браузере, что у нас есть. Вот в браузере пока у нас чисто дефолтные стили браузера. И вот к H1 мы хотим что-то применить. И первый тип селекторов, который называется, вообще селекторы группируют по нескольким категориям. И самый первый селектор – это селектор по типу или селектор по тегу, или их еще называют селектор по тегу. То есть, если нам нужно выбрать какой-то тег, мы просто пишем его название. Вот мы хотим стилизовать H1, открываем H1 и в блоке объявления пишем, какие стили нам нужны. Пишем, например, хотим изменить цвет, пишем color red, свойство значения. Браузер отрабатывает и применяет те стили, которые мы прописали. Если здесь появляется еще один H1, например, появляется второй заголовок, и он тоже становится красным. Почему? Потому что мы здесь указали как бы браузеру, что для всех тегов, всем тегам H1 нужно задать цвет красный. И таким образом мы можем выбирать любой тег и применять какие-то стили. Неважно, это H1, ссылки, там, в общем, любой тег. Мы просто убираем вот эти угловые скобки, пишем само название тега, открываем блоки объявлений, пишем свойства, значения. Следующий тег у нас это селекторы по классу. Допустим, давайте чуть-чуть разбавим наш HTML. Пускай здесь будет, например, h2. Там из 3 слов будет какой-то, например, абзац. Пускай будет еще, допустим, еще один h2.
И, допустим, еще один P. Вот. Сейчас применяются стили только для H1. Остальным ничего не применяется, потому что мы для них еще никакие стили не прописали. Второй вид селекторов – это селекторы по классу. Что мы сейчас имеем? У нас, например, 2H2, да? У нас в разметке есть 2H2. Если мы хотим застилизовать H2, мы просто пишем H2, там, например, color orange. Хотим, чтобы все H2 были оранжевыми. Вот они сейчас становятся оранжевыми. Но что делать, если мы хотим, например, чтобы какой-то H2 был другого цвета? Допустим, вот третий H2 нужно сделать синим. И для таких случаев мы можем задавать классы. То есть каким-то элементом мы задаем атрибут класс. Вот у нас есть третий заголовок H2, второй заголовок H2. И мы ему придумываем, не то что придумываем, а используем атрибут класс и придумываем именно класс. Допустим, например, так, нет, не blue, допустим, special, да, специальный такой. Мы подразумеваем, что у нас на сайте все H2 должны быть оранжевые, но какой-то заголовок будет специальный, и он будет, например, синий. И придумали класс Special. И с помощью селектора по классу мы можем выбрать этот класс в стилях и прописать этому классу какие-то стили. Как это делается? Вот у нас H2 с классом Special. Чтобы написать селектор по классу, мы используем точку. Сперва ставим точку, просто точка, и потом пишем название класса. Special. И как мы хотели, сделаем этот Special Color Blue. Открываем, и получается у нас вот тот заголовок, у которого есть класс Special, он становится синим. А если, допустим, здесь еще появляется какой-то заголовок, то он оранжевый. Как и мы задумывали, да? Пускай все H2, например, будут оранжевые, а только Special, они будут синие. Класс, атрибут, например, когда я задаю класс Special, я этот Special могу применять к любому элементу. То есть я придумал класс Special, где пишется, например, Color Blue, и этот класс я могу применять к любому тегу. То есть у нас, например, есть один абзац, да, первый абзац. Хотим, чтобы первый абзац тоже был синий. То есть для тега P я тоже задаю класс, атрибут, и потом пишу Special. И смотрите, этот абзац тоже становится color blue, да? И это работает для всех тегов, для любых тегов. И получается, мы более точно управляем уже как бы нашими стилями. Когда мы пишем просто селектор по тегу, браузер выбирает все теги, да, которые там есть. Неважно, H1, если я выбираю все абзацы, то все абзацы принимают какие-то стили. А через классы мы уже более точно можем управлять, какой элемент именно каким должен быть, или какие стили к нему должны быть применены. Классы еще, получается, более точнее. Следующий селектор, который мы сейчас рассмотрим, это, например, атрибут ID. Давайте что сделаем? Пускай у нас будет section, внутри будет атрибут H2, здесь будет, например, текст о нас,
И пускай здесь будет какой-то lorem. Lorem можно даже еще побольше сделать. Вот у нас есть h2. Мы хотим, допустим, сделать еще более уникальным, допустим, h2. h2. Для h2 мы можем применить атрибут ID, то есть это идентификатор уникальный, который должен встречаться только один раз на странице. Мы думаем, что в блоке ANAS, допустим, заголовок должен быть каким-то специальным образом или каким-то специальным образом выглядеть, выделяться. И поэтому ему мы можем задать атрибут ID. И назовем это, например, about title. Вот. И теперь как к этому атрибуту ID применить стили? У нас есть селектор по ID, и он начинается с решетки. Ставлю решетку и потом пишу название идентификатора, то есть пишу ID. У нас это был about title. Пишем селектор about title и к нему задаем, например, color gray, пускай будет серым, например, и поменяем размер шрифта, чтобы, например, 56 пикселей. Прописали, смотрим, и как вы видите, здесь атрибут тоже срабатывает. Атрибут по селектору тоже срабатывает. Это следующий вид селекторов. Следующий вид селекторов – это у нас групповой селектор. Что значит групповой селектор? Групповой селектор – это когда мы просто перечисляем список нескольких, например, тегов или, неважно, классов или айдишников. То есть это просто перечисление каких-то элементов. Например, мы хотим, чтобы h1, h2, h3, h4, h5, h6, для них поменять, например, размер шрифта. Font size, например, 20 пикселей. Что означает групповой селектор? Здесь просто идет перечисление. Например, для тега h2, для тега h1, h3, h4 и так далее нужно применить размер шрифта 20 пикселей. Открываем здесь, и все наши заголовки h1, h2, h3, все они становятся 20 пикселей. Почему у нас не поменялся, например, вот этот заголовок, у которого есть атрибут ID? ID, они такие специальные, такие уникальные элементы, и у селектора по ID у него есть приоритетность самая высокая, не самая, а высокая, чем вот эти элементы, поэтому он не перебивается, стили вот этого не перебиваются, и он остается 56 пикселей. А всем остальным, как бы обычным селекторам, здесь применяются вот эти стили. Здесь не только может быть только теги, да? Здесь может быть, например, я могу сказать для класса special плюс еще h2, h3, h4, там h5. И хочу, например, чтобы тег p тоже был, font size 20 пикселей. То есть здесь идет любое перечисление. Если я здесь могу что-то перечислять, значит, я и здесь могу перечислять атрибуты. То есть для класса special, для атрибута ID about title, для h3, h4, h5 и для абзацев я пишу, что у них font size будет 20 пикселей. Все работает. 20 пикселей. Так. Только вот у нас атрибут ID не перебивается. Еще раз скажу, атрибут ID, он уникальный, специальный,
поэтому его стили сложнее перебивать. Но если у всех будет одинаковые элементы, то мы можем их перебивать. Про каскадность и какие стили, какие могут перебивать, мы поговорим в будущих уроках. Пока оставим все как есть. Атрибут селекторы по группам – это когда мы просто говорим, что все они мы просто перечисляем список каких-то элементов. Следующий вид селекторов – это универсальный селектор. Универсальный селектор – это знак звездочка, и все. Вот мы ставим звездочку, открываем блок и говорим, что это универсальный селектор. Универсальный селектор выбирает абсолютно все элементы. То есть какие у нас есть HTML прописано в HTML, то браузер выбирает именно все элементы, и мы можем сказать, например, font size 10 пикселей. И все у нас становится 10 пикселей, кроме ID. Еще раз говорю, ID они уникальные, поэтому он не перебивается. Стили этого элемента не перебиваются. Следующий вид селекторов – это у нас вложенные селекторы. Что такое вложенные? Давайте посмотрим наш HTML. Какие-то теги у нас складываются друг в друга. И вот эта вложенность мы можем учесть в CSS. То есть получается у нас, например, есть теги P, а есть теги P, например, которые лежат внутри секшена. И мы можем сказать, что мы можем выбрать именно только те теги P, которые лежат внутри секшена. Для этого мы пишем тег родитель, и потом пишем то, что мы хотим выбирать. Такие селекторы читаются справа, то есть можно так интерпретировать. Выбери все теги P, которые лежат внутри тега section. То есть читаем справа налево. И в таком случае, допустим, мы хотим, чтобы абзац, который лежит внутри секшена, он был там чуть-чуть другого размера, да? Поэтому мы здесь можем прописать, например, font size 30 пикселей. Пишем. И смотрите, у нас здесь есть еще два абзаца. Они не выбираются, а браузер точно выбирает тот тег, который лежит внутри тега section. Это вложенная section. Мы можем вкладывать такой уровень вложенности, учитывать несколько. Да? То есть у нас, например, есть P, который лежит внутри section, и внутри, например, этого P тега у нас может быть, например, ссылка. Мы можем даже так выбрать. Выбери теги, например, A, которые лежат внутри P, а тот P, который лежит в секшене. То есть вот здесь нам надо дописать A. И тогда читаем этот селектор как выбери теги A, которые лежат внутри P, а тот P, который лежит в section. И можем сказать, что для этих ссылок будет размер шрифта, например, 30 пикселей. Вот. Все остальное, то, что мы здесь прописали, 10 пикселей остается, а ссылка становится размером 30 пикселей. И точно так же здесь мы можем, когда будем учитывать вложенность, мы можем учитывать любые элементы. То есть здесь может быть, например, тег, здесь может быть и класс. Давайте, например, зададим класс для ссылки special link. Какой-то у нас будет особенный список, особенная ссылка, которая лежит внутри P, который лежит в section. То есть мы говорим, выбери все
элементы с классом точка, да, ставим special link и пропиши им, например, font size 30 пикселей. Сейчас вроде бы ничего не изменится, но если здесь я добавлю еще одну ссылку и здесь уберу, например, класс special. Вот. Одна ссылка имеет класс special, а другая не имеет. Смотрим. Вторая ссылка остается точно такой же, как бы 10 пикселей. А тот, который мы указали, то есть элемент, который имеет класс special link, который лежит внутри P, а в P лежит section. Таким образом мы можем учитывать любую вложенность. Там, здесь, например, если внутри special link еще, например, будет span, то есть мы получаем просто идем по родителям, по дочерним элементам, перечисляем и точно более еще конкретнее указываем, какой элемент нужно выбрать. Но на самом деле, когда вы будете писать CSS, старайтесь не делать вот такую вложенность, там 3-4 уровня. 3-4 уровня вложенности, они влекут за собой свои нюансы. Есть свои нюансы, то есть вот этот селектор имеет очень высокую как бы приоритетность, и его перебить потом будет сложнее. Еще раз говорю про как бы приоритетность, какие стили, какие переопределять, мы поговорим в будущих занятиях. Но имейте в виду, если вы увидите такой код, вот просто надо знать, что надо читать такой селектор справа налево. Когда мы перечисляем вложенность, то здесь просто ставим один пробел, и все. Чисто по синтаксису надо разделять элементы по одному пробелу. А когда мы пишем групповой селектор, здесь перечисление идет по запятой. Да? То есть мы говорим h1, запятая, h2, запятая, и еще ставим один пробел. А здесь никаких запятых нет, просто разделяем элементы одним пробелом. И старайтесь, максимум 3 еще можно, но 4, 5 и так далее, это уже чересчур. Просто старайтесь сделать так, чтобы если вы будете писать стиль, вот максимум 2 вложенности, это хорошо. То есть мы указываем сам элемент и его родитель, и все. Так, это лучший вариант. Следующий вид селекторов – это псевдоклассы, так называемые. Псевдоклассы – это псевдоклассы, которые управляют элементом, которые помогают прописать элементам такие стили когда мы взаимодействуем с этим элементом. То есть у нас есть, например, ссылки, и мы можем менять этим ссылкам состояние. То есть у элементов есть различные состояния. То есть я, когда навожу, например, мышкой или когда кликаю, это все называется состоянием. Я навел, например, мышку на заголовок. Я хочу, чтобы когда, например, я навел мышку на заголовок, то у него цвет был не серый, а, например, красный. И для этого и существуют псевдоклассы. Так. Вот у нас есть так, это какой у нас атрибут, да? Так, у нас есть атрибут ID, about title, и мы ему можем задать, каким он должен быть при наведении. Для этого мы пишем тот селектор, который мы хотим выбрать. То есть в данном случае, например, выбираем about title. И чтобы указать состояние при наведении, мы используем псевдокласс hover. Ставим двоеточие и пишем hover. И говорим, например, color пускай будет там red. Смотрим здесь, вот, когда я навожу мышкой на заголовок ANAS, то он меняет цвет на красный. И таких элементов
несколько псевдоклассов, то есть hover есть класс active, это когда мы прямо нажимаем. Есть еще visited и так далее, и так далее. Более подробно про псевдоклассы у вас будет в книге. Посмотрите, почитайте. Но обычно hover делают для ссылок. Так, давайте вот здесь я все пока уберем. Font size. Так, вот, допустим, у нас есть ссылки, да, и для ссылок как раз таки прописывают вот эти hover состояния. Потому что, чтобы пользователь видел какую-то интерактивность, да, я навожу на линк, он меняет цвет, там, фон и так далее. То есть это более как бы интерактивно, и пользователь будет знать, на какой элемент он навел, что это ссылка или там на этот элемент можно нажать или еще что-то делать. Да? Это просто как бы дополнительно визуальные эффекты. И обычно эти визуальные эффекты hover состояния, active состояния, их прописывают для ссылок. Вот у нас есть ссылки, и для всех ссылок, когда на них будут наводиться мышка, мы можем сказать, например, color, там, brown пускай будет. И когда мы наводим, вот смотрите, ссылки, они меняют свой цвет. Вот. Это вот hover состояние. Есть еще один такой популярный, который часто используется, селектор, это псевдоэлементы. Допустим, возьмем такую ситуацию, что, например, мы хотим, чтобы у этих заголовков H2 перед и после появлялся какой-то элемент. То есть в HTML, например, у нас нет ничего, то есть H1, смотрим H1, здесь ничего не прописываем. Допустим, по дизайну у нас есть как бы в дизайне нарисовано так, что у всех H2, например, здесь перед началом есть какая-то черточка, после там есть какая-то черточка. И для такое мы можем сделать. И это мы можем сделать с помощью псевдоэлементов. Для этого мы выбираем тот элемент, которым нужно прописать псевдоэлемент, ставим два знака двоеточия и говорим, например, before. Before от английского слова означает перед, да? И чтобы этот, например, черточка появилась, обязательно всем псевдоэлементам надо прописывать свойство content. Content, и потом в кавычках надо указывать, что нужно туда вставлять. Допустим, я вставляю такой маленький минусик и посмотрим. Вот у всех H2 до элемента вставляется сюда этот минусик, да, черточка, дефисик. И точно так же есть псевдоэлемент, который называется after, то есть после. И здесь, например, пускай здесь будет для разнообразия плюсик. Смотрим, вот получается, до нашего элемента браузер автоматически вставляет знак минусик, после вставляет плюс. Это сделано чисто для того, чтобы мы могли какие-то декоративные элементы вставлять. То есть в HTML у нас ничего нет. И если, допустим, по дизайну здесь нарисована какая-то черточка, там бывает, чтобы выделить, что это, например, цитата, что вставляют такие большие кавычки, да, наверное, вы видели. Или там иконку, там, или еще что-то. То есть чисто для декоративного элемента. У нас в HTML ничего не прописано, но когда мы прописываем псевдоэлементы там, и через контент указываем какое-то значение, то эти
элементы, они появляются, и они появляются во время рендера. То есть, когда браузер отрисовывает нашу страницу, он их вставляет. И если мы сейчас H1, H2 посмотрим через инспектор, то вот у нас есть, раскрываем H2, у него есть псевдоэлемент before и after. И здесь указывается какой-то контент. Здесь можно, допустим, даже не только вставлять какие-то знаки, да, можно что-то даже написать. И то, что мы здесь в CSS прописываем, они вот здесь появляются. Вот для before я, например, написал 1655, а здесь просто какой-то текст. Они всегда будут появляться. То есть браузер отрендерит это все на лету прямо, когда он начинает отрисовку страницы. И это что нам дает? Через псевдоклассы, получается, мы можем вставлять какие-то декоративные иконки. То есть здесь не обязательно там прописывать какой-то плюсик или минусик. Обычно делают так, что, например, контент остается просто пустым, и хотим, например, вставить какую-то иконку. Иконка, например, пускай будет размером 40 пикселей, шириной, высотой тоже 40 пикселей. И бэкграунд, например, будет red. Если мы сейчас посмотрим, то здесь мы ничего не увидим, потому что здесь у нас нету контента. Как бы получается, нет контента, и поэтому у них нет. Но мы можем абсолютно позиционировать вот эти элементы. И здесь, например, задать position relative, а этим задавать, например, position absolute. Про позиции мы еще поговорим. Сейчас чисто для примера, чтобы вы видели, для чего вот эти before и after используются. Задаем позиции, там, где они должны быть. Например, слева должны они выглядеть. И смотрите, вот здесь у нас появляется квадратик 40 пикселей в высоту, там, ширину, и здесь получается бэкграунд я сейчас написал красный. И точно так же мы можем сюда, получается, этому псевдоэлементу прописать какое-то изображение, и это изображение станет сюда. А потом мы можем, управляя внутренними, внешними отступами, его как бы спозиционировать. То есть именно для таких вот маленьких каких-то декоративных элементов очень подходит как раз-таки эти псевдоэлементы. Мы псевдоэлементам можем задавать все остальные, например, свойства. Хотим, например, чтобы этот минусик был красный, пишем красный. Font size можем прописать, например, 100 пикселей. Смотрим, минусики становятся 100 пикселей, цвет красный. То есть мы можем как бы полноценные классы прописывать, свойства прописывать для элементов. Это самые основные как бы селекторы, которые железобетонно используются в продакшене. И что, как использовать. Вообще принято так, что мы должны стилизовать все элементы. Сейчас так принято, что всем элементам мы должны задавать классы. То есть у нас есть любой элемент, мы элементу прописываем какие-то классы. То есть через классы управлять и прописывать внешний облик наших элементов более удобно. И самый удобный вариант. И сейчас пришли к тому, что всем элементам прописывать классы. То есть абсолютно всем. Здесь класс, section класс. То есть очень много элементам нужно прописывать класс и через эти классы прописывать стили. Что еще важно знать? Сейчас уже многие разработчики перестали использовать ID-шники, то есть атрибут ID,
перестали использовать для стилизации. Когда возможности CSS еще были как бы не очень, всегда большинство разработчиков, они использовали ID-шники. То есть они брали и всем элементам вместо класса прописывали, например, атрибут ID, и этим атрибутом, ID-шникам задавали свойства. А сейчас это считается плохим тоном, то есть ID-шники на самом деле они нужны только для JavaScript, чтобы мы выбирали уникальные какие-то элементы. То есть ID-шник получается уникальный элемент, он должен быть только один на странице, и поэтому от такого подхода, чтобы стилизовать элементы через ID, сейчас разработчики так не делают. То есть они отошли от такой практики. Вложенные селекторы используются, они отлично работают. Hover, вот эти псевдоклассы тоже работают, псевдоэлементы отлично тоже работают. Большинство браузеров поддерживают, и все как бы работает. И сейчас я вам хочу показать, что вы должны делать в упражнениях. Если вы Figma макет скачали, вот у нас есть 10-й урок, селекторы. Здесь есть макет, как бы лендинг сайта Cloud Budget. Его надо скачать, импортировать в свою фигму. И давайте посмотрим этот макет. Что это за макет? Вот у вас будет вот такой макет лендинга. Лендинг – это одностраничный сайт, да? То есть у нас есть только одна страница. И сейчас ваша задача сделать разметку и задать классы каким-то элементам. Вот здесь можно, сейчас мы видим вот такую сетку 12-колоночную, такую полупрозрачную, серенькую, которая идет вертикально. Да? Это специально сделано дизайнером, чтобы он мог выравнивать содержание всего сайта. Да? То есть смотрим, что вот здесь у нас есть сетка, ничто за эту сетку не выходит. Все внутри, все выровнено, все красиво. Эту сетку мы можем отключить. Вот у нас есть главный фрейм, и у этого фрейма справа есть, нажимаем на фрейм, справа есть layout grid. Какая сетка здесь используется. И на самом деле в веб-разработке сейчас все делают подсетку 12 колонок. То есть у нас есть 12 колонок, и по 12 этим колонкам дизайнеры стараются соблюдать размеры, чтобы они все здесь как было. Да? И большинство библиотек, CSS-библиотек, тоже сделаны так, что у них есть 12 колонок. Мы о них тоже в будущих уроках поговорим, что такое 12-колоночная сетка, там, Bootstrap или и так далее. Эту сетку вы можете отключить вот здесь. Просто нажимаете на глазик, сетка исчезает, и мы можем увидеть наш макет более так подробно, без каких-то лишних элементов. Что сейчас вам нужно сделать? Так, у нас, например, есть... Создаем отдельную папку для чистого нашего проекта, например. Там, пускай будет Cloud Budget. Я сейчас самую верхнюю часть покажу. Ваша задача сделать остальное. Создаем индекс HTML. Так, создаем папку, например, CSS, где у нас будет главный style CSS. Создадим еще папку для images. Сюда будем вкладывать изображения, которые мы будем экспортировать. И здесь разворачиваем основной шаблон, называем title. Теперь как надо уже, у вас есть уже макет, и как его надо верстать. Мы сейчас должны сделать
сперва разметку и задать правильные классы для вот этого верхнего, самого первого экрана. Вот для этого блока мы должны написать HTML и для этих HTML тегов придумать классы. То есть я говорю, что управлять дизайном через классы – это самый лучший вариант, поэтому надо прописать. Как его нужно анализировать? Вот, допустим, у нас есть первый блок, самый первый блок. Его надо прописывать, то есть описывать. Как прописывать HTML? Вот у нас есть целый блок, да, где есть какой-то фоновый цвет. И явно это фоновый рисунок, да, то есть это не контентное изображение, а фон. Просто чисто декоративно сюда вставили изображение. И он как бы делится на весь целый блок. И мы можем это учесть, когда будем писать HTML. Получается, у нас есть целый большой блок. Да? И этот блок, этому блоку мы должны задать какой-то тег. И, как правило, этот тег div, просто бессмысленный тег, который просто группирует элементы. То есть мы хотим группировать все элементы, задать им какой-то родитель, который будет оборачивать весь контент, который находится внутри первого скрина, то есть первого экрана. Мы задали div, но дивов будет куча таких, поэтому им надо задавать класс. И я сейчас задам класс этому элементу, например, топ-скрин. И очень важно, когда вы задаете какие-то классы вашим элементам, они должны быть смысловыми. То есть не только вы должны понимать, я мог бы здесь, например, сказать div класс red. Ну, вроде бы кажется там красный фон и так далее, но red совсем не подходит. Почему? Потому что там фон может измениться, может он стать синим, да, синим каким-то этим другим оттенком. То есть совсем описывать как бы внешнюю, писать классы, описывая какую-то внешность, это неправильно. Мы должны учитывать функциональность или еще какие-то параметры. То есть сейчас топ-скрин идеально подходит, потому что когда мою верстку увидит другой разработчик, он поймет, что div с классом toPscreen. То есть это получается у нас верхний экран. Вот для всего блока я задал div. И давайте смотреть дальше, что у нас есть. Давайте включим еще раз сетку. Внутри что у нас есть? Вот у нас есть навигация, где есть логотипы, там ссылки и так далее. Это у нас как бы явно хедер, да? Мы задаем класс header, тег header, и хедеров тоже может быть несколько. У какого-то артикла может быть хедер и так далее, и так далее. Поэтому хедеру тоже нужно задать класс. Класс, допустим, пускай будет header. Или там main header. То есть мы говорим, что это главный хедер, а не хедер какой-то статьи или так далее. Вот у нас хедер. Что у нас внутри хедера? У нас есть навигация. У нас есть навигация. Навигаций тоже может быть несколько, там может быть другая боковая навигация и так далее. Поэтому навигации тоже задаем класс. И, допустим, хотим сказать, чтобы более было понятно, это будет там, например, main header nav. То есть, понимаете, да, когда другой человек будет читать этот код, или вы же будете читать этот код через год, то вы должны понимать, что для чего служит класс. То есть вы по классу должны уже ориентироваться, где примерно этот элемент должен находиться. То есть смысловые какие-то слова. Если не знаете английские слова, вот здесь, например,
Транслитерация вообще не подходит. Там header, там еще что может быть, например, sidebar. Вот такие чисто, когда мы русские слова переводим, пишем латиницей, это неправильно. Нужно писать чисто английскими словами. Если вы не знаете английский, то просто берете, как называете этот блок каким-то русским словом, русское слово переводите через переводчик, и это будет лучше, чем переписать слово транслитерации. Вот у нас header есть. И дальше все остальное я оставляю. Подождите, еще до хедера у нас будет, вот до nav будет еще один элемент, будет еще один div. Это что за div? Если смотреть, то у нас есть еще какой-то центрирующий блок, который центрирует. То есть у нас вот все за рамки вот этих сеток, ничего не выходит. То есть мы должны каким-то образом ограничивать содержание сайта. Да? И так принято, что контейнер, то есть блок, который сидит внутри, там посередине, за который ничего не вылазит, его обычно называют div с классом контейнер. То есть это контейнер, который говорит, что ничего за рамки этого контейнера не должно выходить. Вот я создаю еще один div, задаю ему класс контейнер. Он будет универсальный, мы его можем несколько раз применять, и потом дальше уже что-то делать. И смотрите, вот мы сейчас ограничили контейнер. Да? Хедер у нас не ограничивается, у него фон должен быть всегда растянут. Да? У него за контейнером тоже, за рамки контейнера выходит, получается, фоновый цвет. Поэтому мы внутри хедера пишем контейнер. И потом здесь внутри уже можем создать nav с классом там, main header nav. И здесь старайтесь учитывать то, что как бы в некоторых классах, которые важны, старайтесь учитывать как бы родителей. Когда я мог бы здесь, например, просто написать main nav. Main nav чуть менее понятнее. А когда я пишу main header nav, то я знаю, что эта навигация, tag nav, лежит внутри main header. Да? То есть мы понимаем по цепочке, где этот элемент лежит, внутри какого элемента лежит. А топ-скрин, вот эти контейнеры, они универсальны, мы их везде можем использовать. А то, что как бы связано, мы стараемся связывать через префиксом, указывая родительский блок. И вот таким образом вам сейчас надо прописать остальные элементы. То есть здесь, например, есть навигация, какой класс зададите для навигации, для еще остальных элементов. То есть сейчас у вас задача стоит только сделать разметку и написать стили, написать классы только вот для самого первого экрана. У вас на это будет 15 минут. Через 15 минут встречаемся. Так, сейчас создаем залы. Так, сейчас я вам покажу, как я разметил и задал классы для этого макета. Вот мы уже видели, что я сделал header с классом header. Там неважно, да, main header или header, я просто решил, я так как бы привык, что когда я пишу, например, header, то я знаю, что я пишу это для главного хедера. Поэтому вот здесь я просто пропустил слово main. Так, если вы хотите, чтобы у вас было более как бы понятнее, то можете оставлять как бы префикс main, да, что это означает главный хедер. Дальше контейнер мы видели. И вот у нас tag nav, который включает в себя всю навигацию, верхнюю полоску. Что внутри nav? У меня есть отдельный div с
классом лого. То есть вот здесь у нас лежит логотип. И это ссылка на главную страницу, поэтому он лежит внутри нас. То есть как бы подразумеваем, что это тоже часть как бы навигации. Сейчас так принято, что когда нажимаешь на логотип, то ты всегда возвращаешься на главную страницу. Поэтому его включили в тег nav. И div с классом logo мы говорим, что это не просто div, а логотип, который обертка, получается, который включает внутрь себя все вот эти ссылки и изображение логотипа. Логотип экспортировали. Как его экспортировать? Нажимаем экспорт. И здесь важно, чтобы этот логотип был хотя бы в формате PNG, а лучше всего в формате SVG. Вставили логотип, то есть ссылка, которая ведет на главную, и внутри картинка, где для альта, например, можем прописать название компании или там логотип там, компании такой-то. После дива с логотипом у нас есть список ссылок. Это UL класс меню, то есть мы говорим, что это меню сайта. В нем лишки. Для лишек тоже задаю, видите, класс меню item. То есть я знаю, что этот item лежит внутри какого-то меню. То есть будет более понятно. А потом внутри лишек у нас классы тег с классом меню link. То есть префикс родителя также остается, чтобы мы понимали, что эта ссылка не какая-то ссылка, а ссылка, которая именно лежит внутри меню. То есть и там текст ссылки и все остальные ссылки. Вот ссылка заканчивается, то есть я сделал разметку логотипа и вот навигация. И здесь отдельным особняком стоит ссылка, логин. Как бы видно по визуальной части, кажется бы это button, на самом деле это ссылка. Ссылка, причем обернутая в отдельный div, у которого класса userBlock. То есть мы подразумеваем, должны понимать, что сейчас здесь стоит ссылка логин, то есть пользователь, который уже зарегистрирован на сайте, он нажимает на логин и как бы заходит на сайт. Допустим, когда пользователь здесь сюда войдет, то здесь, получается, будет не логин, да? Если вы вошли на сайт, то здесь логин не будет. То есть здесь уже будет, например, там ссылка на профиль, ссылка на какие-то настройки, там ссылка на выход. То есть все, что касается юзера, да? И поэтому я здесь сделал обертку div, где я буду все ссылки, которые нужны будут в дальнейшем, они будут внутри юзер-блока. А сейчас просто поставил там, например, ссылку с классом user login link. То есть более понятно, да, что это user-блок. Словом блок мы говорим, что это какой-то блочок, блок, да, а внутри лежит ссылка user login link и текст ссылки. Вот получается вся разметка верхней части хедера. И дальше вот у нас мы все еще в хедере, то есть весь блок, который первый экран, это будем считать, что у нас хедер. И потом дальше идет также в хедере главные наши заголовки, то есть, которые говорят, что мы компания Cloud Budget, там какая-то маленькое описание, там и кнопка подписаться. Это хедер, как бы подразумеваем, что это какая-то верхняя часть, какая-то, верхняя часть нашего сайта, поэтому это все внутри хедера. Вот следующий блок, где у нас висит там заголовок и текст, это блок у нас div с классом hero. Hero. Почему так? Обычно так принято, что какие-то кричащие большие баннеры и так далее сейчас называют hero. И даже в макете здесь есть группа, которая говорит, что это hero image и так далее. Да? То есть мы понимаем, что это как бы кричащий какой-то блок,
в хедере, поэтому hero. Внутри у нас h1, самый главный заголовок, где мы пишем компанию, название компании. Потом tag p, у него тоже есть класс hero description, у заголовка hero title, у description hero description. И здесь текст описания. И потом ссылка. Ссылка hero btn. Или можно даже назвать hero link. Ну, выглядит как кнопка, поэтому слово button сокращаем. И сейчас так принято, что многие сокращают слово button как btn, да, btn. И ссылка sign up. Это не кнопка, поскольку пользователь, который кликнет на sign up, у него должна открыться другая страница, где он может подписаться. Либо еще что-то. Логин тоже ссылка. Это не button. Это ссылка, которая ведет на страницу как бы входа. И все, получается, вся наша разметка готова. И дальше мы можем уже применять какие-то стили по этим классам, выбирая этим классом. Вот и все, разметка. В следующем занятии мы еще чуть-чуть поговорим по CSS, узнаем еще несколько CSS свойств, и дальше уже начнем прописывать наши свойства и стилизацию. Дома вам надо доделать разметку, если вы сейчас не успели. Код есть, этот код есть уже в Notion выполненный. Посмотрите, сравните, почему, попытайтесь понять, почему я вот использовал какие-то дивы, для чего они используются. И сейчас, наверное, чуть, более уже стало понятно, для чего вот эти дивы используются. На следующем занятии мы продолжим стилизацию нашей страницы.